Спать, спать. Правильно, правильно. Главное это поесть и поспать. По рыбалке чувствует самое главное. Поесть и поспать. Да. Спать, спать. Что? Отец у меня говорил, спанья не даст коня. Понял? Да? Да. Ага. Вот видишь. Так. А чем ответил вас современная молодежь на эту пословицу? Нам конь не нужен. Потому что так развиты такие, что... Всем доброго утра. О, наконец-то. На завтрак у нас Начинаем с яичницы. традиционный завтрак рыболова, жареная яичница. И на этот раз у нас рыбные котлеты. Потому что без рыбы не видать, это точно. Пока вот рыбу не едим, рыба не клюет. Да, проверим. Так неудивительно, с таким перепадом температур. Минус 26 и 2 градуса только. Еще бывало и минус 40, и 2 градуса когда-то. На следующий день. Оба, вот На улице перепад. еще темным-темно. Сегодня решили встать пораньше. Сегодня ночь была самая длинная. Выспались от и до. Точно. А я со своими не потрещал, не поговорил. А хлопушка ночью сработала, ведь, да, хлопала что-то вроде? Да. Так что еще минус 1 вредитель. Там уже сколько скальпов? 7 или 8, да, уже? 8, наверное. 8 скальпов. Не считая то, что первый мой пойманный там где-то в сугробе Я валяется. считаю, что я с дому привез. Ты давай найди того. Надо отчитываться перед хозяином керки. Вот скажи, что это рыбные котлеты, да? Вообще не разберешь. Мясо, рыба. Да. Вкусные. Как настоящие. Это язь. Ничего больше. Без всякого добавления сала, как некоторые добавляют. Да. Немного хлеба для мягкости и все. Ну-ка. Немного хлебушка и ничего Яйцо? больше. Нет, она только хлеб ложит и все. Да. Кто-то сало добавляет, кто-то картошку там. Не, ну это яйца же там типа, чтобы не разваливались. А ничего, они разваливаются что ли? Ничего. Нет. И не плоские, а такие, ну, в теле, чтобы мясистые были. Мясистые. Мясистые. Рыбные котлеты. Мясистые рыбные котлеты. Да. Рыбные котлеты были мясистые. Так же, или хребет вырезаешь, или так же все с костями. Вырезаем. Позвоночник вырезал. Ребра на жарку, а позвоночник собаке варим. Я как-то пробовал с голов, хвостов и позвонков концентрированную уху сварить. И процедил и в тарелку. Получилось Холодец. отличный холодец. Ну, говорят, заливное это, а не холодец. С рыбы. Холодец мяса, а с рыбы, говорят, заливное. Так что мне в комментариях поправили. Да. Ну вот. Так что тогда полдня потратили, но с язей там, 2 ведра, наверное, язей сколько было. Или 20-ка, не помню. Рыбные котлеты, жареные ребра и заливное получился. 3 блюда. Она как щучий голов такой же получается. Ну, без желатина, без ничего, так нормально. Это сейчас мы не занимаемся. Рыбные головы, потрошка, вот это все собаки варим, потом на балкон. Собака уже на белку не лает, а только на воду. Увидит воду. Нельзя. Это твой Алтай на налима лаял. Алтая взяли тогда на рыбалку. Воу-воу-воу. Говоришь, вот здесь налим. Вытаскиваем точно. Потом поймали рыбу, мешок закидали. Я говорю, чтобы собака не утащила, говорю, давай алюминиевой проволокой завяжем. Ну давай. Дырку прогрыз, нафиг ему. Просто Проволоку. косача еще туда кинули к рыбе, думаю, чтобы собака не утащила. Приходим, довольный, спит. Стащил, главное, рюкзак у меня на чурке был. Стащил рюкзак на снег, лег на рюкзак,
чтобы не на снегу спать. Да. Брюхо вот такое. Посмотрели, Коса через жопу торчит, наверное. не, как от косача остались только перья. И выбрал самого крупного налима где-то на 2,5 килограмма. И половину отгрыз уже. Ой, блин, не. Видимо, такую собаку держать нельзя. Мы его не держали. А Иван Григорьевич взял самую тоненькую вичку. Убью, скотина, убью. А ударить жалко. А уже поздно, что? А он уже сейчас не поймет, за что ты его. Надо косачом по морде. О. О, моя пол-литровая баночка освобождается. Конечно, что ты там мажешь так слабо. Да. Быстрее мажь, побольше, чтобы быстрее освободилось. Ну а что? Надо заказать просто где-то на завод, где банки делают оптовый портфель штук 200. Я смотрел в интернете, там если 200 штук заказывать, она стоит 13 рублей только. А здесь я покупал в нашем доме за 35 рублей баночку. Вот она с икрой стоит 50, а без икры, допустим, 35. Икра ничего не стоит. Да. Доставку только. Стоит доставку. А огурчики маринованные по 200 рублей баночка уже. Господи, откуда такие цены берут? Блин? Дорога уж к обеду. Придется заниматься. Самая дорогая банка это дядя Ваня. Потому что с дядя Ваниного огорода, наверное. Я не сдаю. У меня самого закрыто. Своих не сдаю, да? Своих не сдаем. У меня все огурцы закатаны. Детям. Всем пораздаем. Пусть. О, даст Бог, я на встречу до огурцы посажу уже. Ну, Строил, наконец построил. Че такие ворота маленькие? Сейчас балку туда загнал, поставил его. Вот Парник, что ли? ну надо, чтобы это, вот это да, я и снималось, Да. открывалось. Так она у меня снимается, она ж прикручена на саморез. Ну, заехал. Хотя бы даже навес уже хорошо. Да. Этот снег чистить. В Нормально. темпе под Белым Бором тоже волк начал там собак тягать. И там был кобель такой большой. Он прибежал, цапе этого кобеля, блин, и за шею и ведет. Эта шавка там маленькая прыгнула на волка. Он выпустил, собака убежала, спасла этого кобеля. Так кто кого волок? Кобель волка волок? Да, Волк? волк кобеля это большой. А шавка прыгнула на... А шавка бежит за ним, прыг на него. Вот видишь какая. Испугался, наверное. Спасла этого кобеля. Диагноз смерти волка, умер от смеха. Нет, я его видел там на Белоборской дороге. С покусанной ляжкой. До сих пор смеется, да? Я выезжаю с поворота, груженный на Урале, и впереди бежит волчара, блин. Я не могу догнать. Бежал, потом раз пересек поперек дороги. И, блин, такой прыжок, ну метров 12-то точно, туда к лесу. Я даже пошел, блин, посмотрел, где такая яма, он бух туда, через эти кусты все перебрал. А, на свете фар вот так, знаешь, как в этот, везет это Ивана с невестой. Уши Вот прижал. так лапы, блин, Да. и летит над кустами. Я пошел, думаю, куда же, сколько он прыгнул? За кусты, блин, ну метров 12 там прыжок. А Иван куда делся? Иван слетел на ходу. С Марией. Они испарились. Потом дядя Ваня и написал картину, да? Репина приплыли. Репина, да. Аленушка, Иванушка. Ай, да. Так, у Ветеран нас на волке. что-то мы сегодня рановато встали, еще совсем темно. Нормально, нормально. Я Ну-ка, еще погоду, ладно, давай всё. послушаем, что с погодой-то у нас сегодня. Я до снегоходов успею хоть сбегать. Эти- Блин, все-таки надо с громкостью У сделать. меня по суше. Громкость там надо просто разобрать его и спиртом промыть этот резистор или как там его. Протереть спиртом. Да, как в чем же дело? Так, Спирта нету.
Если я его разберу, я его уже не соберу. Так надо здесь разобрать и уже собрать. А спирта-то нет. Вот же. А, Лена, просушить надо. Григорьевич говорит, у меня, говорит, с детства только 3 зуба выпало. Да. У меня, наверное, только 3 уже осталось. И то 2 выбили, да? Наверное. В драке. В молодости. Кастетом. Да, вот это-то точно. Выбили. Да. Вот губа, видишь, как-то губы так, блин. Ты в Троицке здесь уже? Или на Украине еще? Не, здесь. Когда приехал, был шустрый, Новый год, блин. Ты, наверное, чью-то девку, да, наверное, до танца пригласил? Нет, этого не было. Я спокойный был насчет этого. А просто танцуем, там елка же, и все, блин, вот так, человек в человека, в старом клубе еще. А был Боря Бочкарев, может, ты помнишь. Боря. Мишу Бочкарева я знаю. Ой, Такой черненький. Я что-то его давно не вижу уже, где он уехал или где он. И, короче, танцует и это. в квадрате жил. Нет, я даже не знаю, где он жил. И он меня сзади, значит, так. Вот. Толкнул. Так. Я, блин, пошел в другое место. Думаю, да нафиг. Ну, я ж пьяный же. Я же. Ну, правда, я не сильно такой, ну, при уме. Блин, он опять. Фу, и опять на. Да елки-палки, пошел я с другой стороны, подбивает. возле самой елки. Раз. Он тоже. Задом за. И меня, блин, к елке. Я, блин, так захожу отсюда. И с левой, как ему врезал, блин, он в елку. Елка, блин, все там, визга, блин. И как я не помню, ну не он, а который, блин, там сзади. Я же не надеюсь, и вот как отсюда, как саданул, блин, я чувствую, что это железо. Или кольцо, Кастетом, или наверное. перстень, что-то. И я чувствую, как раз камушек, блин. 33. Да, выкинул. На второй день мы собрались, я, Шамриков, покойный Толик Перминов. Ну, гуляли же вместе все. И это, выпили все, и идем опять в клуб. Идем в клуб, я говорю это Шамрикову. Сейчас нас будут, вон, в окно сейчас увидят. Сейчас буду встречать прямо у дверях, с биточками в дверях. Да нет, я говорю, давай я пойду первый. Леня, нет, я нафиг, все, открывает двери ему, трес, блин, и опять начал, а там уже, короче, мы поздненько пришли, уже мало народу, ну, танцует уже. Я потом этого Бочкарева хватаю, там же была вот такая сцена, как бы, маленькая, там все, покойный Баштенко на эти макасы, под музыку там. Я ее хватаю на это, блин, тым там все, хорош, бросай, убьешь. Я говорю, это за зуб, блин. Короче, помолотил все. Зуб за зуб, да? Да, на этом, Выбил зуб-то, нет? нет. Табуретка На помалась. этом это драка не кончается. Смотрю, там, блин, кувыркаются все это. Потом Под музыку, да, все это? Да, все музыка играет, это чмакает там. Леня подошел, меня это оттащил, блин. Итак, мы на реке. Пытаемся. Снег падает еще. Пытаемся поймать живца. Вот у нас. Раз, два, три, 4 ерша. Ну это не ерш, а ершище. Вон. Поймали. Игорь там пару штук ершей поймал. Сегодня с окунями тишина. Ни одной поклевки окуневой не было. Или он ушел, или просто не хочет брать. Выдолбил вот такую майну. Здоровую. Закинул туда морду. Ну типа винтеля что-то. С мелкой ячеей. Как раз вот такие вот небольшие ерши. Если залезут, будет хорошо. Ну или окушки. Ну крупный залезет тоже неплохо. Посмотрим. Пытаемся ловить живца всякими различными способами. Только это что-то у нас слабо получается. Полдня теряем времени. Вчера вот сколько поймали. Ну сколько? Ершей 7, да. Окушков, наверное, только 6-7 мелких. Правда, сколько? 18 штук. Нормальных окуней поймали тоже. Вот такая вот картина водяная. Буксировщик сегодня
Оставил там. Не стал лезть в воду. Вот вчера здесь буксовал буран. Потеплело. Вода вот вообще не замерзает. Вон, сплошняком везде вода. Ну и чтобы не мочить, как говорится, вон, лунки даже не замерзли. Это считая то, что буквально день назад было минус 26 градусов. Вчера устал чистить буксировщик от снега сырого, от воды. Весь просто был во льду. Сегодня он у меня чистенький, сухой. Я решил пока его не мочить. Лучше лишние 100 метров пройти пешком. Как-то вот так. Снег продолжает идти. Что, Игорь, нашел не кого-нибудь? Ерша! Опять ёрш, а кушков сегодня нет. Где у тебя? Вон здесь тюрьма. А ты куда своего того ерша дел? Где-то там, Первого там где-то. Не потерять бы. А вот здесь у Вани Майна. где-то плавает кто-то, надо найти. Вот так потихоньку одного за одним выцарапываем живца. Да. Ну, не теряем надежды на окуня, потому что вчера мы приехали чуть позже. И немножко попали буквально на полчаса окуневого клёва. Может быть, и сегодня повезет. Ветер поменялся на северный. Снег как шел, так и шел. А по прогнозам, кстати, завтра опять минус 30 обещают. Да, мне Валя вчера звонила, говорила. Да, ветер северный, опять похолодает, опять будет минус 30, а через 2 дня опять потепление. Короче, мороз, тепло, вот такие вот качели сейчас будут. А мы хотим, чтобы рыба клевала, да? Ветер постоянно меняется с южного на северный, температура меняется, естественно, меняется и давление. А мы все хотим, чтобы рыба клевала. Даже наши палки на малявок и то замолчали, перестали приносить рыбу. 3 рыбы вчера, 2 язя, 1 налим. Ну куда такое годится? Вот, ты прошел. Ты прошел вот там. Все, часик-два пытаемся еще половить. Если нет, так нет. Все, сматываем удочки, идем, проверяем палки, выезжаем домой. Сегодня выезжаем домой. Поставил 5 новых палок на новом месте. Вчера переставил. Надежда есть, конечно, на них. Остальные на среднем участке подниму, потому что там уже смысла нет их дальше держать. Пора уже делать сокращение, да? Да, пора уже, да. Время. Пора, брат, пора. Все, продолжаем ловить живца. Продолжаем ничего не ловить. Да, нет, почему? Немного же, по чуть-чуть. Там 2, там 4. День подходит к концу, самый короткий день. Вот такой вот небольшой перекус с рыбными котлетами, с салой, А, ну, с салом, ну, хлебушками, видишь, у них тут чаем. меняются. В общем, проверили 3 места. Они на 2. Отъехали от деревни уже километров 20 получается. А, у меня есть. Совсем недалеко уже нижняя деревня. Да, мы не приехали, что, буханка-то. Передачи заклинили тоже. Глухозимье, бесклёвье. Всё Но мы заклинило. все-таки разрушили легенду, то что вот здесь на этом месте рыба не клюет зимой. Да, я больше Мы окуня нашли, поймали 6 штук. 6 окуней. отвезу Игорь туда. поймал даже маленького ёршика, да? Да. А, я 7-го живца тоже. Тоже поймал, да? Так что А если теперь мы знаем точно, что рыба здесь есть. повтори, подружить, И весной, ну в теплую погоду как-нибудь, может быть, еще приедем. как-то. Когда будет клевый день, по-любому рыба клюнет, я так думаю. А, Когда подъехали сюда, вот куропатчи следы. нигде ничего нет. Отсюда взлетела вот куропатка с этих кустов. 4 штучки поймали. Снег, За целый как вы видите, по колено. Где буримся, выходит вода. Вот я что остановился здесь на бугру, где земля. Потому что приехали, лед был сухой. Стоило только сделать несколько лунок, все, вода пошла. И теперь это весь лед зальет водой. Будет опять налить. Ничего, да, не знаю, как тут раньше. Потому что тонны снега выпало уже за эту неделю. В общем, план такой. Перекусываем, Ты смотри, кушаем не знаю. и дуем проверять палки. Потому что, Да ничего тут не тухнет. Ну, я прям так вот думаю, на удочку уже делать здесь нечего. Да и время уже. Сегодня выезжаем домой. Надо еще попытаться сделать динго. Если нет, так урагану тухнет. придется тащить
И динго придется тащить. Нет, только палка от этого. Погрузим корыто и все. Я говорю. Трудяга. Досталось ему сегодня. Пробивали целяк. По колено ничего. Главное, чтобы воды не было. С наледью сложнее, а так нормально прет. Отличная техника. Красота просто. По целяку, вон, смотри, глубина какая, колея остается, да? По корыто, наверное. По корыто, да. Прет. Вровень, да, считай, корыто? Хорошо, я так думаю. Уровень Вот. корыта. Ну да, вот вровень корыта идет, получается. Колея. Даже выше местами. Сантиметров 30 корыто проваливается, получается, снег. А так сантиметров 50 уже снега, наверное. Ладно, все, кушаем. Едем проверять продольники. Может быть, что-то клюнуло. Все равно надо будет проверить, да? А вдруг? Конечно. Весь эфир проговорил. Сори. Котлета замерзла. Вот в Да. чем дело. Котлета Ладно, замерзла. все. Погнали. Да, давай. Наших городских. Все, пока-пока. Ну что, рыбаки, к проверке готовы? Готовы? А где вы видите рыбаки? Северный ветер, не помеха. Морозы давит. Хорошо, хоть... Ой, надо А то, поход. блин, жара заколебала. Куртки промокли, все. О, тюрьму поймали. Освободители пришли. Ну, Так. наконец-то на первом налили. Нету. Опа, русалка. Трава попала. Если бы не трава, то был бы, наверное. А малек живой. А, тут один крючок у нас остался. Так, что у нас с живцами-то хватит, не хватит? Не знаю. Ты добавишь. Я говорю, хуже не будет, если добавлю. Конечно, там есть. Надо потом ловить. Немного оставлю. На всякий случай. О, холодает. Как быстро потеплело, так же быстро и холодает. Я думаю, домой приедем, опять минус 25 будет. Ловись, рыбка. Ловить. Мала и велика. Поехали Да, дальше. еще побольше. Да. Везде наледь, везде вода. Сейчас врюхались по самые никуда. Вон. Здесь начали проходить. Вон, такое ощущение, что здесь вообще льда даже нету. Чернота полная. Врюхались, пока объезжали, крутанулись. Как будто здесь полыня черная. Но, надеюсь, здесь лед-то есть. Но проехал. По тропе здесь точно лед небольшой есть. Корыто примерзло, блин. Ладно, смотрим. Вчера здесь налимчик был один. Посмотрим, что сегодня. А сегодня у нас никого. Никого. Корягу вытащили. Живцы целые. Все нормально. Ну вот и последняя палка на нижнем участке. Северный ветер подул, давит мороз. Уже градусов 10, по ощущениям 15 даже. И у нас в улове полный ноль. Что вчера? Не, вчера здесь налимчик был один. Есть вроде бы даже. Сегодня полный ноль. Тропка примерзает. Так еще бы, тут сейчас не только тропка, сейчас все замерзнет, блин. Минус 30, говорят, должно быть. Сейчас и мы замерзнем, не только тропка. Да, мороз-то на глазах крепчает, блин. Ну, тропа уже подгрузается. И обратно. Прям. Вот такая вот беда. Минус 26, потом минус 2 и опять минус 30 обещают. Это в течение 2 дней. А мы хотим поймать рыбу. Да какая нахрен рыба с таким перепадом температуры и давления? Да, сэр. Никакой рыбы, да? Все, пошел я за буксом. Фу. Очень не хотел. А теперь у нас будет там, эти поднимем, 5 проверим и все. Ну может 7 вот эти палок оставим там и все.
нафиг. Все. Вода выступила, но сейчас, если снега не будет, а снегопад как бы немного закончился, то тропинка промерзнет и будет нормально. Все, встречаемся на среднем участке. Так, вот наш новый участок. 5 палок, которые вчера я переставил. Посмотрим, будет что, не будет. Но если нигде нету, то здесь тоже навряд ли что-то будет. Ох, колотушка. Ох ты, вогнала как в землю. Песочек туда. Глубина нормальная. Течение тут сильное, только вот я скажу. Потому что река здесь узкая. И за счет этого течение большое. Сейчас посмотрим, что нам покажет новое место. Так, натяжка. Охуй. Натяжки нету. Так что малявка живая. Никого здесь нет. Так, ну а здесь вроде бы какая-то натяжка есть. Здесь небольшая натяжка есть. Вроде бы кто-то есть. На всякий случай приготовимся. На всякий случай. Или это живцы тянут, или кто-то есть. Потому что вес такой хороший. Ну и живцы здесь тяжелые, может быть и живцы. Дергать никто не дергает. Не похоже на живцов, что-то есть. Вроде бы. Да ну нафиг, не можешь живцы такую натяжку делать. А может быть и... Эту палку положила он как. Может быть и живцы. Должен быть какой-то вот такой же налимчик. Да не дергает никто. Течение большое, может быть и живцы. Что-то, ну, слабже и слабже. Живцов много. Да, живцы солидные. Тянет. Что-то натяжки меньше и меньше. Так что никого здесь нет. Обман. Зрение. Да, он как. Кабаны такие. Все, нету. Жирчики. Все, пропала натяжка. Пропала натяжка, ну. В общем, 100% могу дать гарантию, что здесь тоже ничего не будет. Это не из-за того, что налима на новом месте нет, а из-за того, что вообще не клюет сегодня. День не клевый сегодня. Самый не клевый день. Луна не такая. Да не луна, это перепады температур, давления и все такое. Вон, я же говорю, никого здесь нету. Никого. Я могу даже со 100%, ну, 99 гарантию дать, что и на всех остальных палках такая же картина сейчас сегодня будет. Оптимист я, да? Обалденный. Да, тогда не будем проверять. Поехали собираться. Да? Ну а что? Можно и так. Все равно рыбы не будет. Не будет. В общем, друзья, идем. Поднимаем палки. Никакой надежды нету. И тут раз кто-то дергается. Вон. Язина. Первая рыба на сегодня. Белая. А я уже, которые мелкие налимчики вместо живцов болтаются, их оставляю. Остальные все поднимаю, даже мальки живые, дохлые, пофиг, всех поднимаю, подряд поднимаю, уже иду. Палки оставляю, потом как-нибудь соберу. Тут поднимаю, и на тебе, кто-то дергается. Ну что, от нуля мы сегодня ушли. Конечно. Значит, на верхнем участке небольшая надежда появилась. Если здесь клюнуло, то там может что-то тоже клюнуло. Так, палки вот так вот оставляем. Потом как-нибудь время будет, соберем. Потому что переставлять эти палки на глубину длины не хватает. Ну что, язь. От нуля ушли, Игорь. Вот он, язина. Все-таки один доклюнул. Да. Так, и все, крайняя палка. Вот тут еще одного. Где? Одного я говорю, вытаскиваю. А, я думал, ты еще палка. Там еще одна палка.
Я тоже так подумал, это что-то палка. Не знаю. Это я вот... Вот я копал специально вот в ней. Ну, что? Григорий сказал, что еще один я здесь должен быть. Не, фига. Тил. Нифига, ушел. Ну, что там? Ну ладно, если живые. Да, если и не живой, так что... Живые еще, ладно, поползайте. Да иди ты быстрее, сейчас замерзнешь. Да. Дура баба. Это баба или самец? Это же самец. Все равно дура. Все равно дура. Херовно. Да иди, Иди, блин. эта палка и как дам. Да, Гоша господи. снимает. Ведь Да, нижний, потому что не тянет нифига. течение слабенькое. Течения тут вообще нету. По идее, тут рыбы должно быть километр. Вот именно. А ее нет. Питаться. Езжи же Глубина идут все. 1,5 метра, метр Вот где-то. идут питаться. Широкий, а? Толстый, мясистый. Так, ладно. Запинайте эту палку, чтобы больше не выделывалась. Вот троем сейчас запинаем. Вот так, вот так, вот так. Вот так. На трофейного налима сейчас закидаем. Фу. Ну что, в избу? Греться? В избу, Еще немножко, еще чуть-чуть. в избу, это, едем, заведем дингу. Не, вы меня высаживаете, да. Как, и ты отогрейся, чаю попей, потом уже дингуй. Конечно. Чай за компанию, чтобы вроде только пообедали. Кстати. Да. Ладно, Сейчас остановится, подергаем, все, посмотрим, а вдруг будет день, будет пища. он восстановился. Да. А вдруг чудо? Да, ну такое же бывало. Так. Минус 21 градус. Да. И мы наконец-то мы приехали до места. С Божьей помощью доехали до места, да. Сказать, что мы приехали с приключениями, это значит ничего не сказать. Как обычно. Динго нам все-таки удалось оживить. Динго у нас все-таки заработала. Батарейка сейчас сядет. Давай, пока она не села, быстренько подведем итоги. Иван Григорьевич, давай, как обычно. Нет, пусть Игорь. Ну давай, Игорь. И не прячься. Прячься. За машину. Да, повернулся? Так. Ну чё, кому вот эта куча? Понятно. Кому вот эта куча? Ну, это, Игорь, осталось тебе, значит. А, почему? Иван Григорьевичу. Это Игорь сказал мне, Да ты чё? это мне, а это Иван Григорьевичу получается. Нет, что-то вы мне там слишком крутые пики отвели. Щука твоя, да, получается. Так что, вот такая у нас получилась рыбалка, друзья. Вот такие получились качели. Минус 26, потом минус 2 вчера. Позавчера было минус 26, вчера было минус 2. Сегодня опять минус 21 и ожидается до минус 30. Верхний участок не проверяли, потому что два участка нам дало только одного язя. Рыбалка, можно сказать, не получилась. Такие качели, клев прекратился полностью, живцы все живые. На удочку практически не клюет, на палке не клюет, нигде не клюет. Рукой махнули и... Вода льет, Да. вода прет. Ну, в общем, получилось так, что ну, в избе 2 ночи провели. Первая проверка обнадежила, а потом немного кайфа поймали минут 10-15 вчера утром. Да. Когда корягу тащил, окуня. особенно. Да? Когда корягу, да. Что бы ни говорили, рыбалка состоялась, все получилось. Но этот ролик выйдет, наверное, перед Новым годом уже. Так что, друзья, с наступающим годом. вас, с Новым годом. Да. А мы еще, скорее всего, до Нового года успеем съездить, но это вы уже увидите после Нового года. Всем до свидания, всем пока. На Пока-пока. старый Новый год. До встречи. Спасибо блогерам, динговодам, которые подсказали вдруг чего у кого.
Если не будет искры на динго, то берете серый провод с коммутатора, пускаете его на плюс, и кое-как вы всегда доедете до дома. Чем мы и воспользовались. Спасибо им тоже. Серый провод, я вот ничего не понял. Серый провод на проводки. коммутатор идут, куча проводов, там штук 5. Да. Вот серый провод, к нему надо подвести плюс. Мы взяли прям с аккумулятора плюс, подсоединили. И завели. Искра появилась, искра появилась. Сейчас Да. вот снимем, и все, опять мертвая машина. Вот такая вот дикая собака Динго. Да. Хороший А- аппарат, но у- подводит. А был уже вариант такой, что всю нашу толпу плюс Динго навести на урагане. Но, Да. слава богу, такое миновали это участь. Я уже думал, старичок мой сейчас потрудиться придется. Толкать пришлось бы, да. Ладно, все нормально, все закончилось. Теперь осталось нам 40 километров до дома, и мы будем дома. До свидания. Пока. Все, всего хорошего.